Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Очень жаль, что со многими из вас придется попрощаться, но это не будет прощание, а скорее вынужденная пауза. Я знаю, что в следующем году мы обязательно с вами встретимся. Я буду по-прежнему выпускать свои видео, возможно, не в таком объеме, не в таком количестве. Сейчас сложное время, которое требует от меня очень больших энергетических затрат. И да, я отдельно еще очень сильно много работаю. Не всегда у меня хватает сил и возможности на то, чтобы выпускать видео. Поскольку все мои видео, которые выходят на всех моих каналах, заряжены на позитив, на хорошую, добрую энергию, я не могу физически, будучи просто человеком, такое колоссальное количество энергии тратить в один день. Извините, относитесь к этому с пониманием. Сейчас я сделаю отсыпку. Тема этой отсыпки звучит так: события ближайших дней, все, что ждет, что будет происходить, советы, подсказки, в обычном формате. В конце видео я хочу немножечко с вами пообщаться. Кому будет интересно, оставайтесь. Я расскажу про ритуал на благополучие, который я буду проводить. Расскажу, как это все будет происходить. Ну и, возможно, еще дам вам советы и подсказки. Итак, мои хорошие, настраивайтесь, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя. Так и спросите, что ждет меня в ближайшие дни. Смотрю на 3-5 дней. Настраивайтесь, надеюсь, вы все настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть раскроют нам точь, желаю узнать, услышать, желаю получить ответ. Интересные события нас ждут. Так, даже не знаю, с чего начать. Очень информативный песочек у нас сегодня. Пожалуй, начнем с основания. В основании у меня идет помощь от сильного человека. Один человечек, вот, пожалуйста, с вашей стороны маленький, слабенький, хиленький, а второй человек сильный, мощный, энергетичный. Человек, который может повлиять не только на жизнь, но и на судьбу. Вот у этого человека в голове Луна. Луна. Луна – это знак высшей силы, либо знание тайн и секретов, которые не подвластны обычным смертным. Это не значит, что человек какой-то великий маг-эзотерик. Это может быть человек, власть имеющий, знающий более, чем знают обычные граждане. Вот от этого человека будет зависеть ваше благосостояние. От того, как этот человек к вам отнесется, так и сложится в дальнейшем на несколько, может быть, месяцев, у кого-то даже и лет. Ваша жизнь, ваша судьба и ваш дом, да, насколько будет обеспечена ваша семья. Значит, здесь идет очень такой прям совет. Он как бы сложный, но выполнимый. Очень важно убрать лишнее. То есть многие люди, будучи обычными людьми, да, все равно полны какой-то своей гордости, своих каких-то убеждений. Многие, не то чтобы там, да, кто-то стесняется, да, а кто-то вот не привык, либо не приучен, либо в принципе отвергает принятие помощи от людей. Здесь очень важно в этот момент убрать вот эти все моменты гордости. И если вам нужно, просите, добивайтесь, пробивайте. Не бойтесь показаться наглым, не бойтесь показаться как некультурным, да, либо уж слишком каким-то нахрапистым. Вот этого делать нельзя. Если у вас такой шанс будет, вот
у кого-то что-то получить, попросить, либо вам будут давать, ни в коем случае не отказывайтесь. Не отказывайтесь и все. Берите. Вот сколько они дают, берите. Если не дают, но вам положено, требуйте. Требуйте, настаивайте, пробивайте эти стены. Я вам говорю это от сердца, потому что вижу, что вы отвернулись от этого человека. Человек готов вам дать, либо может вам дать, но вы отворачиваетесь. А вы как бы говорите: ой, нет, но гордость не позволяет, либо мне стыдно что-то брать. Вот это ни в коем случае нельзя делать. Подумайте об этом, и когда этот случай придет в вашу жизнь, вспомните мои слова. Обязательно вспомните. Когда это придет, но это, скорее всего, где-то вот пятница, суббота, возможно, понедельник. Вот, так что, мои хорошие, тут надо постараться именно вам. То же самое для женщин, у кого с мужьями проблемы, либо, может быть, там бывший, да, женщина обижена, говорит: а вот ничего я тебя не хочу, ничего я тебя не приму. Принимайте, берите. Если он вам должен, забирайте. Вот это очень важно. Важно не упустить этот момент. Потому что этот момент сыграет очень важную роль не только на эти дни, но и на ваше будущее. Вот серьезно вам говорю. Благодаря вот этой помощи, либо получению тех благ, которые вам положены, вы себя обеспечите просто вот на несколько месяцев вперед. Прям 3 идет, да? На 3 месяца можете себя обеспечить. Это очень важно. Дальше, мои хорошие, здесь у вас выходит вилка. Причем вилка в землю воткнута. Вилками обычно у нас выходит препятствие. Причем препятствие, там, знаете, симбиоз, да, и человеческого усилия, и могут и всякие нехорошие энергии, да, туда подмешиваться. Значит, будут вам выстраивать препятствия. От кого будут идти препятствия? В первую очередь, конечно же, от людей. От людей недобрых, недалеких, ограниченных. Людей, которые, не имея, например, особой власти, да, действуют напролом. Вот такие тугодумы, да, недалекого ума. Будьте поаккуратнее. Вот когда встречаете эту наглость, какую-то неприкрытую агрессию, не надо бояться. Нет, не надо. Знаете, что в каждом государстве, правовом государстве есть специальные организации, органы правоохранения, которые могут вас защитить. И всегда помните, что вы гражданин, и у вас есть права гражданина. Об этом помните. И если какой-то хам или нахал пытается что-то вам там навязать, либо ущемить чем-то, за себя нужно бороться. Обязательно бороться и не бояться. Страхи — это то, что отрезает наши крылья. Вот об этом помните. Дальше, мои хорошие. У кого есть соперники, соперницы? Здесь, выходит, конечно, женщина больше. У мужчин, кстати, тоже женщина может быть соперницей. Значит, у нее тут какие-то будут действия, вот от нее, вернее, будут какие-то действия в вашу сторону. Она плетет какие-то интриги, сети, паутины. Возможно, будет привлекать еще людей. Привлекать людей для того, чтобы вас где-то заблокировать, где-то вас ограничить. Женщина, она непростая. Знаете, как умный враг. Беда. Вот она, да, она умная. Я не буду этого скрывать, потому что тут у нее и голова вон какая огромная. И возможности, я так понимаю, есть. Есть на кого опереться. Нехороший это человек, но проигранная битва не значит проигранная война. Здесь, возможно, вы столкнетесь с тем, что против вас будут настраивать даже, может быть, даже ваших близких. Пробить вот сейчас на эти дни не получится. Но правда рано или поздно вскроется. Вскроется, причем ударит эта правда в первую очередь по тем, кто поддался на эту манипуляцию. И во вторую очередь, конечно же, прилетит этой женщине. Сейчас она чувствует свою власть, сейчас ей есть на кого опираться, она вокруг себя объединяет людей, но эта ситуация резко поменяется, причем, знаете, как ветер налетит, да, ураган, и вот все снесет, всю эту грязь, пакость, все это будет снесено. Так, еще важный момент касается родственников. Тут родственники выходят. Возможно, это ваши родственники, возможно, это родственники со стороны вашего там, мужа, жены. У людей какой-то интерес есть материального плана. Они вынашивают какие-то планы. Либо,
Но здесь что-то связано с материалом. Имущество, деньги, какая-то дележка, наследство. Желание вот именно у вас забрать. Да? Им почему-то кажется, что вам слишком много всего, и это все несправедливо, что им тоже надо, и они обязательно должны свою часть получить. Они будут действовать очень хитро и очень коварно. Вы подозреваете, скорее всего, да, что происходит какой-то негатив от этих людей. Вы правильно все подозреваете. Ваша интуиция бьет просто уже в барабан, да, громко-громко говорит: пожалуйста, обратите внимание, обращайте внимание. Если вы, это не для всех предсказания, для кого-то вот точечно, если вы понимаете, что да, есть у меня такие, в кавычках, родственнички, тогда принимайте меры, обезопасьте себя, документы, свидетельские показания. Вот все, что можно, да, видео, фотосъемка, все это храните, берегите и не пускайте этих людей ни под каким предлогом в свой дом, либо в спорное жилье, да, имущество, потому что, ну, как бы они готовы, они давно об этом думали, мечтали. И тут, скорее всего, вот до конца недели вот от них будет какой-то неприятный сюрприз. Да? Сюрприз, причем такой, знаете, громкий, как-то вот они, ну, как свинью подсунут. Да? Вот вы будете смотреть и думать: боже, ну как это, вроде родственники, да, а вот таким грязным делом занимаются. Поэтому я вас предупредила, чтобы для вас это не было прям такой уж неожиданностью. Знайте, что они готовятся нанести удар. В спину не получится, потому что вы и чувствуете, и давно уже это все там назревало, но все равно может неприятно быть, ну, скорее всего, и будет. Так, здесь я вас предупредила, ну и, пожалуй, по неприятному все. На этом все. Теперь поговорим про положительные моменты. В положительных моментах здесь идет для девушки идет встреча с очень интересным человечком. Человечек веселый, активный, жизнерадостный, с какой-то очень оптимистической позицией по жизни идет. Человечек, ну, скажем так, вам покажется бесшабашным, да? Ну, такой, типа, прожигатель жизни. На самом деле в человечке очень глубокий есть смысл, и на него стоит обратить внимание. Вот действительно обратить внимание. Поговорив с этим человеком несколько часов, либо сходив на несколько свиданий, вы поймете, какой в нем глубокий смысл, какой это человек и умный, и добрый, и душа такая огромная у этого человека. Так что, девочки, кто хотел отношений, кто хотел действительно стабильности, доброты, любви и нежности, вот, пожалуйста, прекрасный вариант. У вас какая-то странная встреча, как-то у вас все по-легкому идет, да, легкое какое-то общение. Но если вы позволите этому человеку, скажем так, сделать шаг в вашу сторону, вы будете очень приятно удивлены, и, ну, закрутится очень прекрасный, добрый и светлый роман у вас. Ну, как следствие, возможно, даже вот и якорь, понимаете, у него в одной руке якорь, который говорит о том, что здесь может быть и семья в будущем, не сейчас, но в будущем может быть семья. Так, у кого-то идет возвращение мужчины, приезд, мужчина может неожиданно, да, с кем вы раньше там общались, он пропал, дать о себе знать, какие-то переписки, разговоры, общение, встречи, свидания. Да, муж там может с командировки неожиданно там на несколько дней раньше вернуться. То есть идут приятные события, такие веселые, вы, скорее всего, пойдете куда-то и гулять, и по магазинам, и очень хорошо будете проводить время. То есть положительные моменты, вот моменты этого тепла в семье, они обеспечены. У девушек, которые замужем, здесь, скорее всего, у мужчины идут деньги, зарплаты, выплаты. Я не могу сказать, что вы пойдете именно гулять, тратить на себя. Больше, знаете, как идет, что вы будете заниматься покупками. Но покупки идут такого, вот знаете, характера, как запасы, может быть, какие-то, что-то покупать, где-то вот посещать разные места и покупать, ну, что-то важное, да, что-то нужное. И вот этот момент, он будет настолько ярким, вот как вы объединились, как вы вместе стараетесь, там, думаете, просчитываете. Вот так близки, как будете в этот момент, вы не были уже много-много лет. Постарайтесь вот эту связь не только не потерять, но и приумножить. Сохранитесь в этом моменте. Поверьте, вы друг другу очень нужны. И какие бы проблемы между вами ни стояли, и что бы там ни происходило, все равно вы
друг друга любите, это первый момент. И второй момент, вам друг от друга никуда не деться. Да, все в жизни бывает, и раздражение, и усталость, и эмоциональное истощение, но вот этот момент, он поможет вам объединиться. Причем, если девочки грамотно подойдут к этой ситуации, то объединиться на много-много лет вперед. Так, дальше идем. Из хороших моментов. Ну, здесь девушка с ребенком у меня выходит. Ребеночек, я так понимаю, не очень себя хорошо чувствовал. Может быть, какие-то проблемы были. Эти проблемы могли быть связаны со здоровьем. Может быть, школа, институт. Ну, какое-то было напряжение, да, прям напряжение. А у кого-то ребеночек действительно болел, и было непонятно, что происходит. Я вижу, что мамочка просто своего ребеночка, вот так, знаете, своими крылышками, видите, как женщина вот своими руками ребеночка закрыла, отмолила, отпросила, доказала высшим силам, что я мать, и материнское сердце готово на все ради спасения ребенка. Здесь пойдут улучшения. Если ребеночек, не дай бог, болел, то ему станет гораздо лучше. Если были какие-то проблемы, они начнут решаться, причем как-то, знаете, динамично, я не могу сказать в один момент, динамичное развитие пойдет. Вы будете понимать, что вы на правильном пути, что с каждым днем улучшается, да, вот эта атмосфера, обстановка, и проблемы вот прям отступают, на глазах будут отступать. Это замечательно. Дальше хочу сказать про девушку, у которой, я не знаю, то ли она судится с мужчиной за ребенка, то ли ей предстоит суд за ребенка. Но все в жизни бывает. Я надеюсь, что эта информация для кого-то одной из вас, потому что здесь очень печальная какая-то предыстория. Ну, женщина, как, знаете, вот готова была просто всю себя отдать, чтобы этот вопрос решился. Вопрос решится. Во-первых, под вашим вот этим натиском и напором не устоит никто. Начиная там от судьи, приставов и прочих людей, заканчивая тем вашим бывшим, который все это затеял. То есть до какой-то момент до него дойдет, что был неправ, что зря он так делал, и тут будет разговор, который решит все. То есть вплоть до того, что он скажет, что все, как бы я все понял, извини, я снимаю все претензии. Пусть остается как есть. Да, как-то так будет. Дальше идем. Здесь у меня есть человек, который долго не мог открыть какую-то дверь, либо решить какую-то ситуацию. То есть долбился в закрытую, ну это даже не дверь была, это просто была какая-то монолитная стена. Человек долбился и наконец-таки поймет, что ему нужно совершенно идти в другую сторону. Знаете, вот как будто бы вот яркий свет пойдет, да, вам новый путь откроется. Вот вы в темноте долбились в стену, да, и не было там двери, ее в принципе там не было. Может быть, вас кто-то обманул, может быть, вы сами себя обманули, думали, что вам именно туда надо идти. А тут вам откроется новый путь, откроется новая возможность. Поймете, куда идти, поймете, что делать. Мало того, у вас вот этот новый путь, он не то чтобы открыт, он просто уже там лепестками роз выстелен, понимаете, очень как-то динамично, быстро у вас пойдет развитие, вы решите все ваши проблемы, ну вот насущные, да, за которые вы боролись, но решите с какой-то другой стороны, каким-то иным путем, который, ну как, от вас был скрыт, да, все это время был этот путь скрыт. Дальше, мои хорошие, здесь у меня интересный момент связан с получением чего-то важного, материального. Это может быть, кстати, и результат, либо результат оплаченного труда. Смотрите, здесь человеку звезда падает. Но эта звезда, она похожа на черепаху. Вот посмотрите, круглая, вот она голова, вот эти лапки черепахи. Черепаха – это какое-то сложное дело, в которое человек очень много вкладывался, которое он пытался продвинуть там, любой ценой, очень много потратил эмоций, сил, энергии. И вот, наконец-таки, пойдут первые результаты. Здесь вот этот ваш труд, он будет чем-то материальным подкреплен. Это могут быть деньги, это могут быть какие-то документы, какие-то разрешения. Ну вот прям выдают вам в руки. То есть ваш результат, он будет осязаем. Вот вы поймете, что да, вот оно, началось, пошло, процесс пошел. Значит, сразу всего не получите, у вас частично будет это все приходить, но оно будет приходить. Вот чтобы вы не боялись и не переживали.
тот, кто хотел у вас отщипнуть кусочек, либо надеялся, да, на то, что вы поделитесь, сам отойдет, сам уйдет, поймет, что это все безнадежно. Вас беспокоить, человек не будет. Если кто-то донимал, кто-то у вас что-то просил, либо намекал, что там вы мне должны, этот человек отходит. Отходит и уже как бы к вам не поворачивается. Дальше. По работе хочу сказать. По работе здесь сотрудничество идет. Здесь два человечка объединяются для того, чтобы вместе с какими-то сложностями, проблемами бороться. Либо исправить то, что случилось, либо получилось. То есть здесь не один человек, а в тандеме с кем-то, 2-3 человека, возможно, 4, да, они объединяют усилия для того, чтобы получать результаты, для того, чтобы их там не задвинули, не отодвинули, и чтобы, как говорится, не выпасть с этой лодки жизни. Значит, мои хорошие, это может быть как новый проект, либо какая-то новая задумка, которая позволит вам не только иметь работу, но и действительно неплохо зарабатывать. К вам, скорее всего, вы уже, наверное, понимаете, да, что в одиночку очень сложно чего-то добиться. К вам, скорее всего, придут люди, придут с таким предложением. Не отказывайтесь, постарайтесь действительно довериться этим людям, какую-то свою часть, да, тоже выполнять, либо предложить свои усилия в том или ином вопросе. Здесь одиночек у меня нет. Одиночка ничего не добивается. А если 2, 3, 4, там, может быть, даже 10 человек объединяются, там будет очень прекрасный положительный результат. Многие об этом уже думали, а многие задумываются прямо сейчас. Но как бы там ни было, объединяйтесь, будьте вместе и добивайтесь вместе. Только в таком формате у вас действительно будет получаться. Мои хорошие, давайте поговорим про обряд на 7 лет благополучия, который я вам обещала. Я начну его проводить 7 апреля. Почему 7? Потому что очень важно было высчитать правильное время, правильную дату, и нужно было дождаться нового энергетического года, который наступил у нас 20 марта. День равноденствия. Это начало нового энергетического года. Я эти даты высчитываю для вас отдельно и специально. То есть не все дни подходят, и опять же таки нужно опираться на состояние Луны. Сейчас Луна у нас убывает, рост у нас начнется только в апреле, вернее новая Луна, и соответственно рост в апреле начнется. 7 число выбрано не случайно. Это просчет, причем очень детальный, очень специфичный. Я не буду вас посвящать в эти все дела, просто предлагаю вам довериться. Как это будет все происходить? Буду вести я этот ритуал на 2 каналах, на магии песка и на магии свечи. Ритуал этот вы будете делать сами, у себя дома. Вы все разные, вы все находитесь в разных странах, да что тут уж говорить, на разных континентах. И очень важно будет соблюдать вам правильность дней и правильность времени. Ориентироваться нужно будет только лишь на свое локальное время. 6 числа я запишу видео, где я все точно расскажу, что и как вам нужно будет сделать. Ритуал займет у нас 7 недель. 7 недель. И если вы понимаете, что вы не сможете его довести до конца, лучше и не начинайте. Поверьте, так будет гораздо лучше. Для тех, кто не сможет смотреть мои видео, да, такие люди будут. В следующем году мы обязательно с вами встретимся, и я для вас еще раз проведу такой ритуал. Так что не переживайте, в помощь вам магия Луны. Я всегда об этом говорила. Многие люди это игнорируют, и зря. Но кто смотрел, тот смотрел. Кто не смотрел, я вам еще раз скажу. Чтобы у вас не было материальных проблем, чтобы у вас было хорошее здоровье, заведите себе за правило. Всегда, прям хотите, выпишите на год себе вперед. Когда у вас новолуние, когда у вас полнолуние. Это несложно, Google вам в помощь, просто лунный календарь на год. Там все прописано, все уже высчитано, вплоть до секунд. Так что выпишите себе на бумажечку, повесьте куда-нибудь на видное место и всегда на это ориентируйтесь. Для того, чтобы у вас
с деньгами проблем не было, для того, чтобы со здоровьем проблем не было, найдите себе монетку. Монетку желательно серебряного цвета. А монетка может быть любого номинала, и неважно даже, да, что это будут, там, рубли, евро, гривны, неважно. В эту монетку в день новолуния, и опять же таки, не просто день, а ориентируйтесь на время, в какое время наступает новолуние, в какое время зарождается новая луна. Монетку показывайте в окно, неважно, видите вы этот месяц, обычно в первые дни вообще его не видно. Значит, вы показываете на ладони и говорите очень простые слова. Трижды вы повторяете: молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. Трижды вы сказали эти слова. Монетку положили на подоконник и пусть всю ночь лежит. После этого эту монетку носите с собой. Как вам удобно. Главное, чтобы она всегда, практически всегда присутствовала рядом с вами. Это очень важно. Эта монетка будет таким вот амулетом, защитой и помощником. То есть и по здоровью будет вас наполнять, и по денежкам, да, не даст вам остаться с голыми карманами. Эту денежку можно использовать вот до бесконечности. Да, каждую новую луну проводить этот обряд, этот процесс. Что касается полнолуния. Полнолуние очень сильный день, в который можно избавиться от тех проблем и негатива, которые в вашей жизни возникают. От страхов, от болезней, от неприятностей. Да? Об этом нужно будет просто попросить Луну. Что вы делаете? Угощение. Это могут быть конфеты, это могут быть там пирожки, там хлебушек, не знаю, что у вас есть. Значит, вы ложите это угощение, обращаетесь к полной луне, можно даже своими словами, просто вы должны проговорить свою проблему, от чего вы хотите избавиться. И попросите, чтобы луна вам помогла. И говорите такие слова: луна убывает, а с ней убывает, и произносите что? Да, что вас беспокоило. Значит, тоже трижды так сказали, оставили это угощение на окне, да, на всю ночь. На утро вы должны это раздать. Кому угодно, вплоть до того, что там, не знаю, хлебушек, да, например, вы там ставили, можете там птичкам покрошить, да, птички скушали этот хлебушек, и все, ваша проблема решилась. Это несложная практика, поможет многим из вас, пережить, скажем так, непростые времена. По поводу того, что происходит. Да и вообще, в принципе, да, по поводу того, почему я не беру личные гадания. Личные гадания я не беру с прошлого года, с августа месяца. Основные мои клиенты, да, люди, которые ко мне обращались, это люди были с Украины, с России, с Белоруссии, и люди, которые связаны с этими странами. Я видела ваше будущее. Я видела ужасное будущее одних и еще более ужасное будущее других. Как человеку было очень скверно осознавать, что я не могу вам помочь, я не могу поменять вашу судьбу, я не могу. Да и в принципе это было невозможно. Да? Невозможно в мирное время сказать о грядущих событиях. Это даже не потому, что люди не готовы в это верить, а потому что это кажется абсурдным. Но судьбу никто не отменял. Это судьба. Это нужно было пережить. И вы это обязательно переживете. И одни, и другие, и третьи. Переживете. Сейчас идет большая жатва. Если кому-то интересно, об этом написано в Библии. Жатва у нас циклична. Ее можно высчитать. Многие ее и высчитывают, но суть от этого не меняется. Отменить, избежать — это невозможно. Это в принципе невозможно. Что нужно делать? Жить. Жить и не бояться. Если я вижу человека, которому я могу помочь, посоветовать, но при этом я понимаю, что человек не воспользуется, смысл мне тогда расстраивать себя, да, и расстраивать человека. Я просто для себя приняла решение, что я не буду делать личные гадания. Повлиять я ни на что не могу, а нагнетать ситуацию — это ни к чему.
Я все-таки стараюсь придерживаться принципов гуманности. Одни, знаете, люди как, им скажешь, они скажут, ну, ничего страшного. А другие начинают себя накручивать. Вот это хуже. То, что предначертано судьбой, не вырубишь и топором. И кто бы что бы вам ни говорил, что можно там судьбу поменять, отменить, переделать, переиграть, это все чушь, это неправда. Да, людям очень-очень редко выпадают возможности и шансы что-то, не в целом, а что-то в своей судьбе поменять. Когда я это вижу, я обязательно об этом говорю, я просто настаиваю, да, чтобы человек сделал так или иначе. Всегда. Вот даже в общих гаданиях, если я вижу такие шансы, я всегда об этом говорю, и вы это знаете. Так что, мои хорошие, вот такая ситуация. По поводу жатвы. Пик жатвы у нас в апреле, потом пойдет на спад, и следующий пик у нас в ноябре. Декабрь будет очень необычный. В декабре мученики возрадуются, но грешники расплатятся. Так что, мои хорошие, время это нужно пережить. Я не буду давать вам советов, как вам пережить. У каждого свой путь. Единственное, что я могу вам посоветовать, это не бояться того, с чем придется встретиться и столкнуться. Потому что ваши страхи вас ослабляют. Они отнимают очень много энергии, которая нужна для борьбы. И помните, что каждый человек должен бороться. Бороться за себя, за свою жизнь и за своих близких. Можно ли облегчить ситуацию? Можно ли как-то уйти, да, от каких-то прям очень громких моментов, острых моментов? Можно. Я всегда вас учила, что нужно молиться от сердца. Но опять же таки, молился человек от сердца, вышел из него, извините, какашки во все стороны прыгают. Ну, так это не работает. И если вы идете на этот путь молитвы, то вы должны и вести себя соответствующим образом. Как избавиться от жестких моментов в жизни, я тоже уже много раз говорила, на всех своих каналах говорила, повторю еще раз, это откупы. Откупаться надо. Откупы это не всегда про материальное, это и про хорошие дела, и про хорошие поступки, и про помощь. Все, что вызывает скажем так, у природы, у высших сил, у другого человека чувство благодарности. То есть, да, нет у вас денег, но у вас есть руки, а вы можете кому-то помочь. Пожалуйста, человек вас поблагодарил, считайте, что вы от какой-то ситуации уже откупились. Когда вы делаете эти откупы, мысленно, сердечно думайте, от чего вы откупаетесь. Но, опять же таки, да, соблюдайте чистоту помыслов и сердца. В каждой религии есть свои заповеди, да, свои правила. Многие думают, что это сложно, это просто там кто-то пришел, придумал, дал нам эти, значит, правила. Да. Это не правила. На самом деле, да, ну, вот я как христианка могу вам сказать, что 12 заповедей – это не правила, а это инструкция по выживанию. Соблюдая эти правила, соблюдая эту инструкцию, вы можете избежать очень много неприятных моментов. И это очень важно. Из этого еще хочу ответить на один вопрос. Меня спрашивала девушка одна. Возможно, пришло время ответить. Вопрос касался, вот если в целом, да, сказать, вот что страшнее, там, болезни, сглазы, порчи, от чего нужно там больше всего опасаться, от чего нужно защищаться. Значит, я скажу вам так. Самое страшное, что может случиться с человеком, это справедливое проклятие. Бойтесь справедливых проклятий. И это страшнее, чем смерть. Смерть, она быстрая. А с проклятием человек может жить долгие годы. И это проклятие будет отравлять его жизнь, оно будет токсично разрушать его жизнь. Мало того, что пострадает этот человек, пострадают все его кровные родственники на несколько поколений. Понимаете? Это самое страшное оружие, которое существует в мире.
проклятие. Проклятие, еще раз подчеркну, справедливое. Если просто какая-то там не совсем адекватная личность вас там в порыве каких-то эмоций прокляла, это все ерунда. Но если вас прокляли справедливо, то есть накосячили, да, либо сделали что-то не так, вот считайте, что это точка невозврата. Можно ли снять такое проклятие? Ответ простой: нет. Нет. Вот кто бы что бы вам ни сказал, нет, невозможно. Что такое справедливое проклятие? Это момент высшего суда над человеком в момент здесь и сейчас. Не там, на том другом свете, когда душа предстанет, а именно сейчас при жизни. Но представьте, что вас осудили и наказали. Вот так это и происходит. Бойтесь этих моментов. Если вы понимаете, что такая ситуация с вами произошла, что делать? Откупаться. Откупаться, молиться, откупаться. Хотя бы детей своих откупайте. Да, говорю страшные вещи, самой страшно, но так оно и работает. Не тратьте деньги на шарлатанов. Если вам люди говорят, что я могу, и так могу, и сяк могу, и все могу, врет. Врет. Настоящий специалист, во-первых, он никогда за это не возьмется, а во-вторых, это в принципе невозможно. Да? Бывают случаи, когда люди могут, но это, я не знаю, 1 там, на 10 миллионов. Поменять судьбу — то же самое. Я расскажу вам сейчас историю. Я лично знаю этих людей, и я лично видела все, как происходило. Все было это на моих глазах. Было это давно. Уже сколько? 30, наверное, лет назад. Чуть больше, может быть. Я еще ребенком была. Был мужчина, алкоголик. Была у него семья, дети, в общем, несчастные, бедные, голодные, истерзанные. Вот. Он, кроме там своей этой водки, ничего не видел. И вот его жена, устав от всей этой ситуации, решила все поменять. Обратилась она к очень-очень сильной женщине. Та ее предупредила, что да, жизнь поменяется, но расплата будет тяжелой. Женщина сказала: Господи, да я же и так очень тяжело живу. Пусть уж хоть как-нибудь. И да, жизнь мужчины начала меняться. Поменялись линии на его руках. Это действительно так. Линии на руках меняются. Поменялись, значит, у него линии. Он перестал пить. Он стал работать. Он бизнес открыл. Огромный дом построил. Бизнес прям его рос, расцветал. И еще одного ребенка родил. И жил он так ровно 15 лет. Через 15 лет судьба его догнала и взяла свое. Он потерял все. Он потерял бизнес, он потерял семью, он потерял детей, он потерял свободу. Стоит ли менять судьбу? Скажите мне. Думаю, не стоит. Вы можете отсрочить, но поверьте, судьба свое возьмет. И когда она возьмет, она может трижды, либо даже больше, да, еще и накинуть за вот эту отсрочку. И если вам по судьбе пережить те или иные обстоятельства, либо столкнуться с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, встречайте это, встречайте смело и открыто. Верьте в Бога, будьте честны. Вы все сможете пережить. Убегать от судьбы, прятаться, что-то менять, переделывать, ну это не вариант. Вот поверьте, не вариант. Я всегда говорю и говорила, и буду, наверное, говорить. Ну, если будут меня люди, конечно, слушать. Это тяжело. Поэтому, мои хорошие, все можно и нужно пережить. Времена непростые. Ну, все поменяется. Все. Дайте время, и все поменяется. Как долго это все будет продолжаться? Ну, мой прогноз 2 года. Может, чуть-чуть побольше. Вот именно такая жесткая ситуация. А потом пойдут улучшения. Я не буду делать прогнозы по странам. Это неправильно, неэтично.
опять же таки опираясь на принципы гуманности, еще учитывая то, что я сама из Украины и моя семья сейчас в Харькове, это просто невозможно. Невозможно, и как здесь, как эзотерик, я не могу себя сдержать. Да? Я буду говорить как человек, ну, кому это надо. Кто понимает, тот поймет, а кто не понимает, ну, жизнь научит. Жизнь научит, все придет с опытом. Мои хорошие, спасибо, что выслушали. Еще раз говорю, я не прощаюсь с вами, я знаю, что мы обязательно встретимся, пусть не в этом, но в следующем году. У кого есть возможность смотреть меня через VPN, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Я не обещаю вам чудес, но я обещаю со своей стороны помощь, поддержку. И вот все, что могу, все для вас отдам. Еще напоследок. По поводу того, как определить человека, к кому можно обращаться. Очень много людей, которые выманивают деньги, которые пользуются тем, что человек напуган в сложной ситуации. Лично знаю очень много примеров открытых шарлатанов, либо людей, выдающих себя за тех, кем они не являются. Очень многие такие шарлатаны даже на мне смогли заработать, да, пользуясь моим именем, выдавая себя за меня. Конечно же, им зачтется. Многие уже из них встретили свою судьбу, а другим еще только предстоит. Значит, как определить, кому идти за помощью? Во-первых, я опять же таки, повторюсь, я всегда говорю, 50% работа специалиста, другие же 50% на вашей совести. А если вы сами решите себе помочь, то у вас получится гораздо лучше, чем у любого специалиста. Вот поверьте. Главное ваше желание, ваше настроение и ваше открытое чистое сердце. Чистосердечная молитва творит чудеса. Я вам клянусь, я вам серьезно говорю. Пробуйте, пробуйте вот именно от сердца, от души. Ну и, конечно же, старайтесь соблюдать чистоту души. Это очень важно в такие моменты. Следующий момент. Кому обращаться? Из таких видимых признаков, которые можно проверить, увидеть и для себя понять, это прежде всего у нас идет цвет глаз человека. Их сколько? 4 у нас, да? 4 основных цвета. Карие, черные, голубые, синие, серые и зеленые. Зеленоглазых людей всего лишь 2% в мире. Это не случайно, это закономерно. Кореглазые люди – это вампиры. Кореглазые люди сами по себе энергию не вырабатывают. Они берут ее из природы, от других людей, от животных также могут брать. Это потребители. Такой человек вас зарядить, помочь, излечить просто физически не сможет. Голубоглазые люди – и это доноры, причем доноры такие могучие доноры. У них очень много энергии, они ее постоянно вырабатывают. От переизбытка энергии они прям могут изнутри взрываться. Обычно люди с голубыми глазами очень такие строгие и скандальные немножко. Это все от переизбытка энергии. Такой человек может вам помочь, зарядить вас, может даже какие-то вливания энергетические в вас сделать. Опять же таки, да, все зависит от человека и от его настроения. То есть чего в нем больше в этот момент, позитива либо негатива. Потому что он может поделиться как не только позитивной энергетикой, но и негативной. Сероглазые люди, здесь уже, конечно, получше. Сероглазые люди, они фильтруют, они уже такие больше, знаете, как выбирают, кому дать. И в то же время такой человек может очень помочь, если такой человек массажист, либо человек лечит руками, очень много энергии он может давать. Он может фильтровать эту энергию, соответственно, четко понимать, что даю, что забираю. И в топе у нас люди с зелеными глазами. Люди с зелеными глазами, они могут делать и то, и другое. Почему это важно? Настоящий специалист,
Он должен не только, например, снять с вас негатив, но он должен вас и зарядить. То есть нельзя забрать и ничего положить взамен. Так это не работает. То есть зеленоглазый человек видит вашу проблему, он ее забирает и делится с вами своим добром, своим позитивом, своей энергией. То есть он в вас вкладывает. Не только забрал, но и вложил. Это очень важно. И здесь очень важно понимать, сейчас в наше время люди там пользуются линзами и прочими ухищрениями. Так что обращайте на это внимание, идите к тем, кто действительно от природы зеленоглазый человек. Оттенок зеленый глаз не имеет в этом случае никакого значения. Да, людей таких трудно находить, но это возможно. Возможно, они есть, и даже больше, чем вы думаете. Вот, это первый момент. Второй момент. Когда человек говорит, что я все могу, я все делаю. Попросите такого человека показать руку. Вот моя рука. Две мои руки. Да? Самый главный палец у нас большой. У всех людей, кстати, да, посмотрите на свои руки, вот вместе со мной делайте. Может быть, у вас есть очень серьезные родовые способности, вы просто о них не знаете. Да, большой палец у нас гнется к себе. То есть человек работает для себя, на себя. Ну, это естественно, это заложено в нашем существовании. Человек, который действительно может вам сделать, помочь и владеет способностями, у него большой палец выгинается в обратную сторону. То есть он не только себе берет, но и отдает. Вот мой большой палец. Без всяких болевых ощущений я могу его вот прямо так выгинать. То есть мне совершенно не больно. Это родовое отличие. Если вы человек, который не занимается ни магией, ни эзотерикой, но у вас есть это родовое отличие, знаете, что у вас заложена очень серьезная сила. И вы можете не только себе помочь, но и людям, которые в этом нуждаются. Развивайте в себе эти способности, эти умения. Как это делать, я уже тоже много раз говорила. Слушайте свою интуицию, и ваше вот это желание быть полезным миру найдет ответ. То есть вам будут посылать людей, возможности, знания, ситуации, когда вы сможете себя раскрывать. Все приходит со временем, все приходит с практикой. Так, и еще важный момент хочу сказать по поводу карт. Карты. Многие гадают на картах, я сама гадаю на картах. Ой, простите, что у меня летит все. Карты очень хорошо показывают ситуацию в разрезе, могут давать советы, могут давать подсказки. В умелых руках это просто гениальный инструмент, которым нельзя пренебрегать. На картах гадать может научиться абсолютно любой человек. Это не так уж сложно, это общедоступно. Хотите на курсы, хотите сами изучайте. Главное, чтобы было желание. Но я дам вам сейчас совет. Всегда смотрите на то, как человек обращается со своими картами. Если у человека карты затасканные, поломанные, обгрызенные, там, грязные, вот такому человеку эти карты никогда правды не скажут. Видела я там, многие кичатся, что ох, это старинные карты, да, они так плохо выглядят, потому что их там еще моя бабушка пользовала. Вот нет, это так не работает. Это не раритет, это, скорее всего, уже ветошь. Карты тоже изнашиваются, они тоже устают. И каждый таролог, допустим, да, гадалка, знает, когда карты можно отправить на покой. Вот я вам хочу показать свои карты. Вот это мои первые карты Таро. Вот этой колоде 26 лет. В этом году, кстати, будет 27 уже. Вот так они выглядят. Качество вот самой даже бумаги, ну, не суперское. Но тем не менее, вот за 26 лет, за 27 практически, да, вот так они выглядят. Потому что я люблю свои карты, я их уважаю, а они, соответственно, помогают мне. Кстати, тоже еще хочу сказать, есть люди вот с такими огромными вот ногтями, что-то там она эти карты там ковыряет, долбит, они у нее распадаются, она их там тыкает этими своими ногтями. Там тоже правды не будет. Не будет. Вся энергия, она живая. И в этих картах, в любых картах тоже есть своя энергия. Если их там колоть, бить, там как-то небрежно там кидать, тасовать, ну не будут они такому человеку говорить правду. Вот. Так что на это тоже обращайте внимание.
Ну и, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Если будет у вас возможность, пожалуйста, смотрите мои гадания. Помните, что все мои видео на этом канале, на всех моих каналах, они несут в себе очень много положительной энергии. Каждое свое видео я заряжаю. Я провожу специальные обряды, ритуалы, которые помогают мне поделиться с вами своим добром, своей энергией, потому что знаю, что многим нужна. Так что, мои хорошие, на этом все. Берегите, любите себя. До новых встреч. Они обязательно у нас с вами будут. И, конечно же, всех жду, приглашаю на ритуал. Не пропустите мое видео, которое выйдет 6 апреля. Там я вам расскажу все, что нужно вам будет сделать, как подготовиться. На этом все. Всем пока-пока.